вот эта иерархия, она была чисто вот такой, на политическом уровне. Почему сегодня вопрос казахской идентичности настолько остро встал в нашем обществе? Современный политический олимп, скажем так, Казахстана. Есть ли там клановость по родам? Аутосомные тесты по национальности, по процентам национальности, это просто коммерция. В целом, вот у нас по родам почти загадок не осталось. У нас почему в истории немножко проблемно была с политической стабильностью? Потому что у нас было многоженство и большое перепроизводство элит. Трайбализм у нас умер вместе с кочевым обществом. Салем, достар, вы на канале Казах Culture, и с вами Жансулу Айджанова. Сегодня у нас в гостях известный историк, эксперт по казахской генеалогии Жақсылық Сабитов. Жақсылық, қош келдіңіз. Сейчас вы буквально на расхват. Вот у меня вопрос. Почему сегодня вопрос казахской идентичности настолько остро встал в нашем обществе? Ну, я думаю, это связано с несколькими вещами. Первое, конечно, это изменение демографической структуры населения, то есть у нас меняется население, и как бы у молодого поколения больше спрос на историю Казахстана, это раз. Второй момент, что на самом деле по сравнению с той историей, которая известна ученым, история, которая преподается в школах, она немножко находится в кризисе. То есть там есть определенные отставшие моменты, то есть научные открытия последние не попадают пока в школьные учебники по истории, и поэтому, когда люди учат историю Казахстана по школьным учебникам, они во многом учат постсоветскую школьную программу, которая на самом деле очень слабая, слабо связанная, очень мало информации там, поэтому вот у людей есть желание, но, к сожалению, школьные учебники это не позволяют удовлетворить это желание. У нас ничего не переменялось, то есть у нас они будут меняться после того, как будет опубликована новая академическая история Казахстана. Семитомник, который повлияет на все школьные учебники. После того, как он выйдет, поменяется госстандарт школьного обучения по истории Казахстана. И это повлияет на все. Но пока мы находимся в процессе, у нас остается немножко старое наследие, в рамках которого мы учимся по устаревшим учебникам, которые на самом деле не совсем удовлетворяют то качество, которое можно было бы сделать, если бы мы сравним себя с другими странами. Угу. А большие ли расхождения с истиной? Просто многие научные открытия не попали туда, потому что все-таки должен быть бюрократический момент, который защищает систему среднего образования от всяких псевдоисториков или каких-нибудь людей, которые несут антинаучные мысли. Поэтому существует такой бюрократический механизм, который это все защищает. Ну и, соответственно, это тоже иногда мешает, чтобы новейшие научные открытия попали в него. То есть они попадают немножко с трудом, потому что стандарт должен меняться уже только после написания новой академической истории Казахстана. И если сравнивать, то многие вещи, например, сейчас идет бум исследования палеогенетики и генетики. Эти вещи пока еще не попадают в школьные учебники, потому что они их нет в госстандарте. А так мы можем сказать, что захоронение ботайского человека, андроновской культуры, берельского человека, золотого человека, пятого, например, первого не было. ДНК этих людей известны, но, к сожалению, они не попали еще ни в госстандарт, ни в академическую историю Казахстана. И когда это будет, тогда, конечно, это все пойдет. То же самое новые ханы, новые монеты. Сейчас в нумизматике, это наука, которая изучает монеты, огромная революция происходит. Там мы получаем имена новых ханов, которые правили на территории Казахстана. Монеты красивые получаем, которые у нас были в ходу в Средневековье. Но этого тоже нету, потому что это пока нету в академической истории Казахстана закрепленном. Мы все учимся по тому госстандарту, который был заложен в 90-х годах. А в 90-х годах писался пятитомник, и то, что тогда заложили, это сейчас эхом идет. И это будет все меняться. Поэтому все новейшие открытия, которые есть, буквально если помните, за последние 5 лет нашли первые письма тюркского кагана. Это на поколение старше Культигина, то есть его отец, получается. Они давали Эльтириш Каган. Это первый памятник рунического письма, который был найден всего 3-4 года назад, точнее опубликован в Монголии. Там появилась хуисталгойская письменность, которая была тоже в тюркском каганате, но это было на другом языке. То есть таких открытий очень много. То же самое кангюйская письменность, которая была в Южном Казахстане и принадлежала государству Кангюй, ее тоже очень много, но в школьных учебниках она представлена или нет, скорее всего, мало представлена, если
если вообще представлено. Поэтому все научные открытия, которые пока есть, они пока еще ждут, когда у нас выйдет новая академическая история Казахстана. И это будет таким спусковым механизмом, когда у нас жестко поменяются школьные учебники по истории Казахстана. Большая команда, наверное, да, работает над этим? Я, насколько помню, больше 300 человек. 300 историков, экспертов. Да. С разных стран, не только с Казахстана. Какие еще страны участвуют в разработке? Я сейчас точно не помню, потому что в каждом томе свои приглашенные эксперты. Хорошо, замечательно, будем ждать. Давайте начнем с самого начала. Кто такие казахи, да, и вот насколько уникальна наша ДНК? Казахи — это один из наследников Золотой Орды, то есть который возник из смешения местных тюрок, которые были, это вот как бы там кипчаки, агузы, карлуки, канглы, там племя Аргу, которое тоже тут проживало, аскиши. Это все племена, которые жили здесь до нашествия Чингисхана. И при этом надо понимать, что эти все племена в основном были тюркоязычные. Там, в принципе, других языков там мы особо не встречаем в то время на этой территории. А в то время как в Монголии, если вы вспомните, там есть упоминание о том, что Чингисхану подчинялись народы 9 языков. То есть, это помимо там самих монголов и восточных тюрков, еще, наверное, были какие-то народы, которые говорили на других языках. И, соответственно, это вот весь конгломерат народов частично переселился на территорию Казахстана. И вот произошло смешение местных тюркских популяций с монголами, с восточными тюрками, еще с другими народами, которые пришли вместе с Чингисханом. Из этого появилось там кочевое население Золотой Орды. Потом, когда Золотая Орда начала распадаться, из его состава большое количество народов вышло. Вышли нагайцы, каракалпаки, на башкир это сильно повлияло, тоже башкиры частично выходцы из этого. Часть узбеков, которая ушла на юг, она тоже как бы наследники Золотой Орды, татары, там казанские, крымские, сибирские, польско-литовские. То есть все эти народы, они как бы наследники Золотой Орды, там еще другие народы есть. И это как бы казахи, одни из этих наследников. Это тот народ, который сплотился вокруг одних из потомков Джучи, это Джанибек Кирей, и служил их потомкам, и это все как бы стало основанием появления Урус-Царева юрты, так называемого, который на самом деле является как бы казахским ханством. И вот казахи выходцы из этой территории, из этого государства, в принципе. А так они одни из наследников Золотой Орды. Если говорить про генетику, то тут надо сразу две вещи смотреть. Есть генетика общегенетическая, то есть аутосомная, то есть когда мы смотрим на людей в общем, что в нем сидит примерно. И есть генетика по мужской линии и по женской линии. Это немножко разные моменты. Если так говорить, аутосомно, казахи уже давно из себя представляют единый генетический коктейль. То есть мы уже сильно смешались, и особо казахи разных родов, племен по общегенетическим маркерам, по аутосомным маркерам, они не отличаются между собой. То есть, что Аргын с севера, Дулат с юга, Адай с запада и Найман с востока, аутосомно они различий минимум. То есть, и если взять исследование генетика Базита Янузбаева и его соавторов, то мы видим, что вот этот общегенетический портрет, который свойственен казахам, он появился в 13 веке из смешения местных тюрок и пришлых монголов, тюрков и других народов, которые пришли вместе с армией Чингисхана. То есть вот это смешение стало основой для появления казахов в этом плане. И здесь еще стоит отметить, что вот эта картина генетическая, она подтверждает еще картину, которую разработали в свое время физические антропологи. У нас есть заслуженный классик физической антропологии Орзак Исмагулов, и он доказывал, что казахский антропологический тип возник в 13 веке. И он это показывал по физической антропологии, а мы уже по генетике видим, что его слова полностью подтверждаются генетически. То есть то, что мы видели по фенотипу, подтверждается генотипом в этом плане. И, соответственно, вот казахи по аутосомным маркерам между собой мало чем отличаются. Если говорить по прямым мужским линиям, то, безусловно, в каждый казахский род имеет свое происхождение. Сейчас то, что мы изучаем полиморфизм и хромосомы, это позволяет установить, какой род откуда происходит. У каждого рода существует немало версий его происхождения. Вот, например, аргыны, там 20 версий было происхождения. Там есть там, род ките, например. Недавно там люди предлагают, что они происходят от хетов, например. Кстати, я ките. А вы ките, да? Да. О, интересно, как попали. Но вот как раз эта версия опровергается. На самом деле ките — это часть алшинов, это один большой род. Алшины, которые были в Золотой Орде, и они, там, жена Бату, которую звали Буракчин, она спасла своих родственников, потому что алшины это были враги Чингисхана, и он их как бы уничтожал там не очень гуманно, как говорится, вел себя по отношению к ним. И вот Буракчин собрала вокруг себя алшинов, и как бы они стали вот таким большим родом, который играл большую роль. Мы знаем, что в Астраханском ханстве был
такого алчиного места, то есть это вот начальник, условно говоря, такой большой, который жил в Астрахани и получал большие деньги с этого. И Алау Алшин, предок всех алшинов, это Алимулы Байулы, то есть он был как бы главным эмиром, одним из эмиров хана Джанибека Золотоордынского. То есть вот это как бы действительно одно из самых больших племен. Просто алшины, они уже как бы позабыли, что они вот как бы представляют собой одно племя, они уже внутри делятся там на всякие подрода, в том числе там Ките. У вас какой? Акките, Караките? Арките. Акките. Ну вот, Акките это Актюбинский, да, получается? Ну, почти те края. Да. Западный Вот, Казахстан. ну и, соответственно, надо смотреть вот эти все исследования. Они по отцовской линии показывают, кто откуда происходит. Хорошо. Вот мы перед выпуском с коллегами так совещались и вопросы задавали. Вот один из самых популярных вопросов был, почему при составлении щежре учитывается только мужская линия? Ну, надо сказать, в большинстве случаев учитывается мужская линия, но бывают моменты, когда существует и запись женской линии. То есть у нас есть некоторые подрода, которые происходят от женщин, и это в щежре сохранилось, то есть это как бы считается там корме или как-то по-другому, или называется в честь женщин. Соответственно, как бы надо смотреть, что в каждом роде есть, в принципе, рода, которые происходят от женщин. Ну, там разные истории. Вот, например, есть Евгений Туак, и это женщина из рода Уак, которая ушла к Найманам, но потом после смерти мужа она вернулась к Уакам, к своему отцу. То есть ей, как бы, знаете, называть Евгений Туак. То же самое там есть род Алтын-Жапас, его с Алтынами не надо путать. Алтын-Жапас это вот женщина по имени Алтын, из рода Жапас вышла замуж за Адайца, потом, когда муж умер, она никого из них не выбрала, из ее родственников в качестве своего следующего мужа, и вернулась в свой род. И вот как бы род Алтын-Жапас появился. Причем род Алтын это немножко другой род. Точнее, родственник, но это не Алтын-Жапас. Это младший Жуз, да, вроде они? Младший Жуз, да. И, соответственно, вот таких историй хватает, и, в принципе, мы видим, что связи вот такие есть. Но просто их действительно было меньше женщин, но имена прародительниц все хорошо помнят. Например, даже в щежре 19-20 веков прародительницы там, 13-14 веков, они сохранились в щежре. Чьи они были дочки, как они замуж, она была старшая жена или младшая жена. То есть это все сохранилось, поэтому здесь все-таки какие-то моменты есть по женским линиям. Хорошо. Потом был такой период большой на советской эпохе, да? Насколько вот этот период повлиял на идентичность? Ну, смотрите, Советский Союз, он что сделал? Он превратил казахов через кровь и жертвы в индустриальную нацию. То есть казахи, как индустриальная нация, начала уже формироваться в 19 веке, когда появилось там уже, во-первых, оседание, появились первые города, начали казахи переезжать в города, появилась литература. Вот Абай, он фактически основал такой литературный казахский язык. До него это были разные там диалекты, там все, но он как бы стал основателем современной казахской литературы. То есть, и, соответственно, после него алашардинцы, они вот вся интеллигенция, которая выросла на Абае, там, условно говоря, на вот баянаульских вот этих Муса Шурманов поддержка, то есть Ибраил Тансалин, то, что делал, оказывал поддержку, это появился первый слой интеллигенции, он начал формироваться. Конечно, они хотели, получается, в определенной степени, у них были свои идеи, свои стремления, как бы развивать свою государственность, но вот советская власть, она захватила, и Казахстан стал частью Советского Союза, и, получается, в эпоху голода, вот когда случилось все это, была сломана вообще вся структура казахского общества. То есть до этого структура казахского общества, она была кочевая. И там знание рода, племени, щежре было очень важно, потому что ты живешь в этой структуре, это твоя матрица мышления. Ты через нее познаешь мир, как говорится. И ты через нее других людей познаешь. То есть там, как посади двух казахов, они там родственников найдут. Там Кудалар, еще кого-нибудь. Но вот это все было. Но вот советская власть начала это ломать, и казахи там стали индустриальной нацией, стали переезжать в города. Появилась система школьного образования, которая начала формировать историческую память казахов, ломая старую историческую память. Это все привело к тому, что вот как раз-таки в советское время вот была своя работа сделана, но при этом надо сказать, что алашардинцы и их наследники смогли в какой-то степени отстоять многие элементы культуры, которые были очень важны. И они продвигали на свой страх и риск очень многие идеи, которые на самом деле советская власть пыталась забраковать. То есть, например, в свое время вот Бекмаханов там продвигал идею про Кенесары. Это вот он как бы считал, что его нужно показывать как национального героя. Советская власть сначала это как бы так пропустила, а потом стала говорить, что это неправильно. То же самое Сатпаев и его как бы кружок, который с ним был, и Маркулан, например, они продвигали идею Едыге, Золоторыцкого эмира Едыге, как одного из главных национальных героев Казахстана. Он попал в первую академическую историю Казахстана, где, в принципе, про него очень хорошо говорили. Но потом, как бы, это все затушевали, и
как бы объявили его там феодальным элементом, и как бы всех тех людей, которые этим занимались, постигли репрессии в определенной степени. Там Аркей Маргуан, как бы страшась вот репрессий, он, в принципе, взял и уничтожил свою книгу про Едыге и сам ушел в археологию, чтобы не пострадать. Ну, в принципе, очень мудрый момент. И сохранились, например, письма Сатпаева, который говорит о том, что когда он писал про Едыге, это были просто ошибки молодости. Ну, понятно, что это просто было оправдание, это сохранение своего статуса quo. Но, как говорится, это вот эти наследники алашардийцев, они пытались сохранить ту историческую память, которая была, но вот советская власть пыталась все-таки эту историческую память поломать, поменять и сформировать то, что есть. И сейчас во многом то, что мы думаем про нашу историю, это плод именно советской политики, построения исторической памяти, но, конечно, при активной работе или противодействию национальной интеллигенции, которая жила в то время. Угу. Я хотела чуть глубже. Вот, допустим, мне кажется, именно в советскую эпоху начались активные миграционные процессы, да. Переселение, да, то же самое насильственное. На казахскую землю стали приезжать другие народы, да, и вот кровосмешение началось, скорее всего, да. Вот я вот в этом хотела ключе узнать, насколько это повлияло все на сегодняшнюю наш генетический фонд. Ну, я не думаю, что это сильно повлияло в этом плане. То есть тут на самом деле нужно учитывать, что в Казахстане в 18-19 веке среди казахов оказалось очень большое количество представителей других этнических групп. То есть, ну, там, условно говоря, субэтнические группы, там, бежавшие туркмены, башкиры, татары, нагайцы, там, сарты, то есть выходцы с территории Узбекистана, там, кыргызы, они попадали на территорию Казахстана, и вот буквально за несколько поколений они все стали представителями какого-то РУ. То есть там РУ, там Бай-Кыргыз, например, Жана-Кыргыз. Это кыргызы, которых Абылай-хан привел с собой в Бурабай, как говорится. Там Естек-Ките. Это вот те башкиры, 3 башкира бежало к роду Ките и стали вот как бы казахами, из представителей рода Ките. То есть таких племен хватает. Вот у нас есть род Шала-Казак. Это род, который сформировался в Восточном Казахстане из числа татарских солдат и мул, и среднеазиатских мул, которые приезжали и как бы проповедовали, и вот мешаясь с казахами, буквально за 3-4 поколения они стали частью казахского народа. То есть и вот Ногай казах тоже сословие, которое было в Букейской Орде. Мама Ногай казах. Да, которое вот стало тоже как бы частью казахского народа. То есть это работало именно в то время. В 18-19 веке казахи как бы интегрировали все эти группы, и они стали частью казахских родов. То есть они как бы в жузы не входили, или в какие-то рода ходили, но все это было. А уже когда в советское время началось, то, во-первых, надо сказать, что казахское общество уже было другим, оно не было кочевым, оно не ориентировалось на рода и племена. То есть оно уже было таким индустриальным, новой нацией, которая вот формировалась уже после того, как произошло вот это советское давление на казахов в этом плане. И, соответственно, это все меняло. То есть насчет как бы генетического дрейфа, я не думаю, что там сейчас много было моментов. Насколько я помню, часто бывало так, что смешанные пары, например, русский и казах, в советское время во многом они записывались русскими, потому что это была более престижная, более престижная национальность. И, соответственно, вот как-то вот все мигрировали. Сейчас же мы видим, наоборот, процессы, когда, в принципе, смешанные пары часто записываются в состав там, казахов. И то же самое касается каракалпаков и другие национальности. Поэтому в целом такие процессы сейчас происходят. Хорошо. А генетически кто к нам близок больше всего? Это я везде говорил, что на самом деле есть еще некоторые популяции, которые не изучены. Вот нами еще не изучены, например, узбекские популяции, сами узбеки, там узбеки Курама, лакайцы, всякие племена. Но вот из того, кто сейчас изучен, наиболее близки, безусловно, это каракалпаки. То есть у них самые близкие у нас по всем моментам, и по аутосомам, и по Y-хромосомам, там очень много совпадений и близости. При этом надо сказать, что от каракалпаков еще в 18-19 веках части родов как бы откалывались и приходили к казахам. То есть каракалпакские жалыри полностью перешли в состав казахов. То есть там каракалпакские рода Мангыт, Кенегес тоже попали в состав казахов. То есть они в 2-3 местах среди казахов живут. Вот это самый близкий народ, безусловно. Потом на втором месте идут, это вот, условно говоря, нагайцы и кыргызы. То есть нагайцы, вот те, которые проживают, которых исследовали, то есть, которые проживают в Ставрополе, в Дагестане, там, в Астрахани, вот эти все нагайцы, они близки к казахам в определенной степени. И плюс еще кыргызы, надо сказать, что кыргызам самые близкие это южные алтайцы, поэтому мы видим такую историю как бы в этом плане. И тут можно сказать, что на самом деле часто все как бы объясняется географическим принципом, кто ближе живет, тот как бы может быть в этом плане и ближе был в целом. Жақсылық, сейчас популярны, да, эти тесты ДНК.
насколько они достоверны, и можно ли узнать свой ЖУС, допустим, если человек не знает? Да, безусловно, есть разные виды ДНК, которые вот надо смотреть. Вот, сразу могу сказать, что тест на национальность, на проценты национальности, это недостоверный тест. Когда там люди говорят, что вот я на столько-то процентов такой-то, 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 это все вранье. Это все маркетинговый ход. На самом деле аутосомные тесты по национальности, по процентам национальности, это просто коммерция. Тут нет ничего ценного. Ну, если там надо смотреть, вот есть сырые материалы, которые вот сравниваешь с баз данных, сколько у тебя сантиморганов совпадения, то есть это правильный момент, но это людям не продашь, как говорится, продашь вот у тебя столько-то процентов того-то, такой-то национальности. Это неправильно, но в целом вот такая история с этим тестом. А есть тесты на прямую мужскую и прямую женскую линию. Это тесты достоверные, но при этом надо сказать, что они должны делаться максимально глубоко. Сейчас, если вы сделаете там минимальный тест там, на Y-хромосому, это вот там 37 маркеров, то вы увидите какую-то общую картину, но глубина, она дает гораздо больше понимания, кто откуда произошел. И вот, условно говоря, по минимальному тесту на отцовскую линию мы можем примерно сказать, кто какого рода. Но это просто будет род, например, аргын. А вот если делать, все-таки. Например, да, а если делать полный секвенсинг хромосомы, мы часто можем не просто род восстановить, но еще и подрод. То есть там аргын, а внутри караул. То есть у нас таких очень много случаев было, когда люди, не зная своего происхождения, приходили к нам, мы делали тест и, в принципе, говорили, вот какого вы рода. Вы совпадаете вот с таким-то родом, и, скорее всего, вы к нему относитесь. Вот с этим человеком вот 10 колен разницы у вас. Соответственно, вот вы, если хотите искать дальше, можете искать. Если нет, то нет. Были у нас 2 случая, вот это были самые поразительные случаи, когда люди находили своих родителей через ДНК-тест. Это были вот усыновленные и удочеренные дети из США, которые, сделав свой ДНК-тест, им сильно повезло, что их недалекие родственники, вот, в определенной степени близкие, среднего близости вот, родственники, они сдавали свой ДНК и как бы совпадали с ними, и через потом дальнейшие исследования они находили вот родного отца, там, бабушку находили, а хотя это секрет удочерения или усыновления, он есть тоже. Поэтому такие моменты бывают спокойно, и, соответственно, вот тут вот такой потенциал большой. Еще надо сказать, что с каждым годом из-за того, что база данных увеличивается, потенциал вот нахождения своего происхождения, он увеличивается. То есть, если те люди, которые 15 лет назад ДНК сдавали, они могли оказаться одним человеком и вокруг никого. Сейчас каждый человек, который сдает, он, в принципе, находит какого-то родственника. И мы уже можем примерно сказать, с кем ты совпадаешь, и сколько лет разницы у тебя с ним. Когда ты вот, предок общий с вами жил там 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад и так далее. Это все коммерческие какие-то медицинские центры или есть специально в Казахстане? Сейчас вот глубокий секвенсинг хромосомы в основном делают несколько лабораторий, но мы работаем в основном с лабораторией в Хьюстоне, это Техас, это Family Tree DNA, это лидер, там у них золотой стандарт качества, условно говоря. Ну, это лидер по количеству тестируемых, и он очень много что делает в этом плане. Он, конечно, делает все по всему миру в этом плане. А казахи такой, на самом деле, один из народов, который находится, наверное, в числе 40 народов, которые максимально тестируются. То есть лидеры, но не самые большие лидеры. Но мы в топе все равно. Ну да, топ-40. А тенденция такая, вот как у нас среди казахов сейчас на всем постсоветском пространстве? Вот узбеки, таджики? Нет, это, во-первых, зависит, конечно, от финансовых составляющих. То есть это не материальный вообще интерес. То есть интерес к истории, к своему происхождению, к своей семье, он появляется только у тех людей, у которых на самом деле первичные интересы закрыты. То есть кредит, ипотека, там что-нибудь еще. Ему не нужно так бегать и работать. То есть у него просто времени нет думать о высоких вещах, когда, в принципе, ты просто выживаешь. Поэтому в целом это как бы касается в основном тех людей, у которых первичные материальные запросы закончены. То есть, соответственно, вот так. Ну и плюс есть, конечно, люди, которые просто интересно, они могут быть не самые богатые, но они занимаются щеже, и это конкретный инструмент верификации и проверки разных версий. Потому что ко мне часто обращаются там люди, вот к нашему роду говорят, что вы Кирме, а мы вот хотим узнать, так или не так, потому что там 2-3 версии есть, откуда род происходит. Вот тестируем и потом выясняем, было ли это на самом деле или не было. Потому вот такая ситуация, и из-за того, что это все-таки немножко дорогой процесс, казахи там лидеры в Центральной Азии по количеству, нас тестировалось, наверное, раз в 10 больше, чем всех остальных народов вместе взятых, там, которые в Центральной Азии есть. Дорогие исследования? Ну, в принципе, да. Там, первичный анализ там стоит плюс-минус $100, а глубокий анализ там $500 примерно стоит.
Мгм. То есть, ну, тоже не каждый может себе позволить в этом плане. Мгм. Хорошо. Жаксылык, вы сказали, что в целом средний, младший и старший жуз, они генетически равнозначны. Аутосомно они, в Аутосомно, принципе, да. не различаются между собой. Мгм. Получается, вот эта иерархия, она была чисто вот такой, на политическом уровне всегда или... Ну, смотрите, тут такой момент. Во-первых, у ученых нет пока единой точки зрения, откуда эти жузы появились. Мгм. То есть есть разные дискуссии, есть разные версии. У меня своя версия. Я считаю, что эти жузы появились как часть воинского подразделения Алаш-Мане. То есть 3 сотни входили в 1000 алашей. То есть это вот как бы апеллирую к Кадыргали Жалаири и к его сочинению в этом плане. А другие считают по-другому. Ну вот как бы вот у нас такая история есть. И, да, это, возможно, была иерархия, но всегда надо понимать, что эта иерархия, ее не надо преувеличивать, говорить, что старший жуз самый крутой. Все мы были карасуек по отношению к Торе, например. Так что это была своя иерархия средневековая, и не надо ее переносить на современные реалии. Мгм. Хорошо. Еще не доказано, в общем, этот вопрос изучается. Нет, Да? еще вопрос дискуссионный по поводу Мгм. происхождения жузов, поэтому мы имеем такую картину. Мгм. Хорошо. Есть еще такое популярное мнение, что казахи практически все потомки Чингисхана. Ну, Ну, это немножко такой народный миф. У нас, как бы, кажется, там 40 или 50% населения может верить в том, что Чингисхан казах. Но это немножко не так. И, конечно, надо сказать, вот у нас в советское время был выстроен миф о том, что Чингисхан был такой плохой человек, который пришел сюда, все порушил, всех наказал, всех там, все народы Советского Союза от него пострадали, там, он разрушал города. Ну, конечно, это было не так. Он был обычный средневековый завоеватель, который завоевал больше, чем многие другие. Это вот первый момент. И противодействие советскому мифу вот, о плохом Чингисхане, у нас появился народный миф о том, что Чингисхан хороший и вообще он наш. Просто люди многие читали, видели, что там племена, которые окружают Чингисхана, там Конураты, Жалаиры, Найманы, там, Киреи, там, они типа окружают Чингисхана, значит, это вот наш человек, потому что вот его племена откуда вот это. Конураты вообще как бы могут сказать, что это наш Жиен, то есть у него мама была конуратка, значит, он наш внук по женской линии, как говорится. Поэтому в целом такие были моменты, но здесь сразу надо сказать, что, безусловно, в культурном плане там различия между, условно говоря, там, народом Чингисхана и современными казахами, они как бы их не так уж и много. То есть там Бонычар, он охотился с Беркутом, то есть там, ну, если почитать сокровенное сказание, там как бы и культура похожая. Ну, культура кочевников вообще разных языков тоже может быть похожа. Ну, вот это видение чечере, которое было у Чингисхана и его родственников, оно полностью похоже на казахское чечере. Но при этом надо сказать, что Чингисхан был монголоязычным. Здесь не надо идти на поводу у тех людей, которые начинают болеть за нашу историю и говорить о том, что вот наш человек, наша гордость. Но да, он сильно повлиял на как бы, население Казахстана, на историю Казахстана сильно повлиял. Но всегда надо понимать, что не надо акцентировать на языке, если вы там хотите говорить о том, что он часть нашей истории, потому что все-таки по языку он был монголоязычным. Хорошо. А есть ли среди родов Казахстана те, изучение которых вот, вызывает много до сих пор вопросов, споров, дискуссий среди научного сообщества? Сейчас уже можно сказать, что на 90% закончен процесс изучения генетики казахских родов. То есть фактически мы уже почти все рода разобрали по поводу его происхождения, просто эти многие данные еще не опубликованы. То есть мы вот как бы людей мало для публикаций, а в принципе на уровне гипотез, на уровне всех идей, исследовательских вопросов, в принципе этногенез казахов более-менее уже разобран. То есть я думаю, что в будущем мы займемся вопросами этногенеза наших соседей, то есть в том числе там других родственных народов, которые там рядом живут с нами. Поэтому в целом вот у нас по родам почти загадок не осталось. Даже вот по ките. Потому что я тут читала несколько Ките, публикаций. смотрите, что... у ките сейчас идут очень интересные процессы. Во-первых, есть люди, которые говорят, что вот ките потомки хеттов, которые жили в Малой Азии. Это вообще бред, потому что на самом деле поиск по названию еще ничего не означает. Как не все Петровы происходят от Петра Первого. Это просто совпадение названий. И как бы вот тут такой момент. Второй момент. У ките было две версии чечере. Одна версия чечере говорит о том, что вот разные ветки ките, там ак-ките, кара-ките, ожрай-ките, они так или иначе родственны там щекте, шамикеям, то есть и у них единственное, что их объединяет, что они от женщины китебеке происходят. Ну, была женщина китебеке, она поочередно выходила замуж за
там родственников троих, и у нее дети происходят, они как бы и по мужской линии между собой там троюродные, четырехюродные, пятиюродные, ну и по мать у них одна. И вот как бы это была одна версия Щегле. Вторая версия Щегле говорили, что ну, все-таки они какого-то единого происхождения. Вот мы, протестировав вот эти генетические тесты, сделав, мы выясняем, что все-таки ни первая, ни вторая версия Щегле не подтвердилась. Во-первых, вот те ките, которые должны были выходить близкие Шомикеям там, или другим Щекте, они как бы не подтвердились, то есть они не оказались близкими к ним. То есть они все алшины, они все родственники между собой, но не близкие родственники. То есть эта версия не подтвердилась. Ну и вторая версия тоже не подтверждается, как бы, так что мы имеем такую картину. Ну, ките, в общем, это алшины, это часть большого золоторысского племени алшин. А плюс еще сейчас идут такие моменты, на самом деле, кто-то из там, как бы, родовых активистов начинает продвигать идею о том, что мы все потомки там Ките Жрау был, Ките Бука Жрау. То есть это Китбука Жрау, который был в 13 веке. Но это не так. Это все, на самом деле, больше уже идет фольк-хистори и родовые там какие-то идеи. То есть, по сути, это не так. То есть Ките — это часть алшинов, это часть золоторысского племени. И вот как бы просто мы это слово, ну то есть этот подрод они больше сейчас запомнили. То есть, например, смотрите, у нас есть три больших рода: Аргын, Алшин и Уйсун. Уйсуны в старшем жузе, Алшины в младшем жузе и Аргыны в среднем жузе. Так выпало, что Алшины и Уйсуны, они очень большие рода. Они стали настолько сильно доминировать, что они начали внутри себя делиться и между собой уже как бы конкурировать. То есть там считается, что Ките говорят, мы не Алимуле, мы Ките. Ну, как бы по идее, да. Это как бы они не должны называться Алимуле, потому что они не потомки Алима. Но вот такой момент есть. Перестану так говорить теперь. Ну, просто, да. А у аргынов так вышло, что они хоть и были большими в среднем жузе, но они не доминировали в нем. В одной части они там с кипчаками конкурируют, в другом с киреями, в третьей части там с кем-то еще там. И, соответственно, вот эта конкуренция, она вела к тому, что корпоративная солидарность у аргынов, она сохранилась. И они помнят, что они аргыны. Хоть они Каракисек, Караул, Атагай, они помнят. А алшины и уйсуны, они, конечно, помнят, что они алшины, но для них очень важно именно вот это местное подразделение. Там Адай, там Ките, там Алим, Берыш, то есть они на это больше акцентируют, хотя, говорю, там, по идее, это все-таки должно быть общее название алшин. Жаксылык, анализировали вы вот, современный политический Олимп, скажем так, Казахстана? Есть ли там клановость по родам, наблюдается ли она? Я хотел бы сразу сказать, что на самом деле трайбализм, которым часто пугает в Казахстане, его у нас нету. Трайбализм у нас умер вместе с кочевым обществом. Вот классический трайбализм. Просто часто бывает, что в Казахстане у нас путают трайбализм и непотизм. То есть непотизм — это когда тянешь всех своих родственников. Не только по отцу, но и по женской линии. Трайбализм — ты только тянешь своих родственников по отцовской линии. По женской линии тебе он не родственник, он отрезанный ломоть. Все. То есть, понимаете, да, это различие в этом заключается. Плюс еще, помимо непотизма, у нас еще там есть какие-то там клановость, основанная на землячестве, то есть там с какого-то региона. То есть, но это не трайбализм. И не надо думать, что у нас в Казахстане есть трайбализм. Часто у нас бывают такие зарубежные эксперты, пишут, что вот в Казахстане столкнулись такой клан, и путают все, и имена, там, и кланы, и все остальное. У нас то, что есть память по казахским родам и племенам, это больше этнографическая ностальгия по ушедшим временам. Но это не политический фактор. И трайбализма у нас в Казахстане нету. Есть регионализм, есть непотизм. Но эти вещи не являются трайбализмом. В общем, в политике это отсутствует. А почему вот тогда, получается, вот эта тяга к изучению своего рода и так далее, это просто вот позыв души? Узнать, кто я? Это то же самое, что, например, в Америке одно из главных хобби американцев — это изучение своей генеалогии. То есть кто я, откуда родственник. Когда новый президент выбирается, там сразу генеалоги выскакивают, а он мне 15-юродный брат по женской линии. Вот у него бабушка была родственница моей там, бабушки, например. Да. То есть это одно из хобби, которое есть в развитых обществах. И Казахстан в этом плане с как бы, изучением своей генеалогии и своего щедря, это всего лишь надо воспринять как хобби. Это не политический фактор, это просто хобби и стремление изучать происхождение. И люди просто хотят еще узнать, откуда они пришли, то есть вот, кто их были предки. То есть, и всегда как бы, есть такая еще хорошая книга, которую в свое время написал профессор Принстонского университета Эми Чуа. Она называется «Тройной пакет». И действительно, там такой момент есть, что
гордость своим происхождением – это одна из составляющих успеха. Если человек гордится своим происхождением, то, соответственно, это дает ему основание быть круче всех, то есть стремиться к чему-то большему. А если он чабан без рода и племени, как нам пытались внушить там в советское время, то понятно, что как бы у человека нет никаких там амбиций в этом плане. Поэтому вот эта сама социализация через познание там предков, истории своего рода, истории семьи – это очень важный момент, который необходимо сохранять. Угу. Но при этом сейчас же идет такой век глобализации, стираются границы, но при этом вопрос идентичности снова так остро встал. Ну, может быть, границы стирались до некоторого времени, но сейчас то, что происходит, правый поворот, там Трамп и все остальное, там рост национализма, это на самом деле говорит, что, возможно, мы сейчас идем уже, это возвращение маятника на другую сторону. То есть, может быть, это был просто маятник, ушел далеко, а теперь он возвращается на другую сторону. Поэтому сейчас трудно сказать, что в будущем будет у нас. Хорошо. Покажет время. Да? Да. Какие вопросы сейчас и задачи стоят вот перед экспертами по генеалогии, вот именно казахской, в нашей стране, возможно, не только казахской? Да. Ну, смотрите, вот я просто хотел бы так сказать коротко, вообще, как я к этому пришел. Так вышло, что в эпоху голода у моего дедушки и бабушки, то есть там много семей погибло. У моего дедушки, получается, было 14 братьев и сестер, и 12 из них погибло во время голода. Соответственно, 2 брата осталось, один ушел на войну, и они остались вдвоем. И так вышло, что как бы они не сохранили свое щежере. То есть, когда вот воспитывали наших отцов, то есть мы там знали там несколько колен, и все. И из-за этого как бы у меня вот возник определенный комплекс. При этом материнская сторона у меня полностью знает щежере на 25 поколений. То есть приезжали дядьки в свое время, там в 90-х годах, показывали щежере, я там смотрел, думаю, вот, читал кочевники, а вот как бы предок этих по моей материнской линии, вот он один из персонажей кочевников. То есть как бы для меня это было вау. Ну и при этом вызов получается. По женской линии знаю 25 колен, по отцовской там 5 колен всего. Вы тоже из младшего жуз? Нет, я... это кровь и Ходжа, младший жуз был. Да. Ага, да. Вот, и, соответственно, это как бы стало у меня таким триггером, почему я стал историком. Я хотел восстановить свое щежере. Я уже, когда был студентом, объезжал своих стариков, пытался узнать, кто, что, да как, но люди мало что знали. И потом, когда появилась генетика, это стал один из инструментов того, как можно восстановить щежере. Я уже представитель всех своего рода, полностью вдоль и поперек пытаюсь исследовать, беру ДНК, смотрю, и там человек 5 семей где-то вот из моего рода, они не знали свое щежере, я им восстановил. Но, к сожалению, пока себе полностью не восстановил. Ну, так что вот у меня вот такая история, как я вот пришел к этой теме, к истории и генетике последующим. Потому что это стремление просто восстановить свою историю. И вот я, когда сидел там, условно говоря, в 7-8 классе, это у меня было жгучее стремление, вот это все, и до сих пор оно сохранилось. И я вот думаю, что как бы вот есть моя функция в определенной степени помогать людям, которые на самом деле имеют такую же историю, как и я. То есть у нас, я не помню, уже человек, наверное, 30-40, кому я реально сильно помог вот именно с какими-то поисками. Конечно, не все восстановили все, что могли, но таких меньше, как говорится, точнее больше. Но в целом вот можно, в принципе, с помощью и генетики, и архивов попытаться восстановить свое происхождение и знать, кто твои предки, это очень важно. Угу. Мне кажется, в масштабах страны очень мало, да, казахов, наверное, которые не знают. Нет, их хватает. На самом деле голод сильно подрубил. Может быть, на Западе и на Юге это меньше касается, но вот Орта-Жуз в основном часто бывает так, что голод сильно повлиял на знание щежере. То есть там в детдом в 20-х годах сдали, вот как моего дедушку, его в 20-30-х годах сдали, чтобы он выжил просто. И, соответственно, вот как бы знания о щежере там очень мало осталось. То есть несколько колен и все. И вот как бы сейчас единственный инструмент это вот как раз таки генетика, ну плюс еще, возможно, архивы, потому что тогда архивы хорошо тоже записывались. Ну, будем смотреть. Сейчас рассекречивают потихоньку уже материалы. Ну да, все можно делать. А вы до какого колена восстановили свое щежере? Нет, я, в принципе, объездив своих дедушек, бабушек, я, в принципе, до 5-го колена восстановил. А дальше сейчас мы по генетике восстанавливаем. Ну, в принципе, по генетике уже много прогресса у нас идет. Рано или поздно напишу про это. Потому что там, в принципе, уже у нас мы нашли те мутации, которые свойственны именно нашей ветке. И вот сейчас хотим найти соседние ветки, чтобы восстановить полностью. Щежере вот только для тюркских народов характерный? Вот именно в своей структуре, которая она есть? Смотрите, когда мы говорим про щежере, тут сразу надо понимать, что слово щежере – это арабское слово, дерево. Оно характерно, в принципе, для арабов тоже. То есть там были такие истории, когда вот европейские исследователи приезжали и сильно удивлялись, как какой-нибудь там 10-летний мальчик-араб знает, разбирается в этих всех перипетиях щежерей, кто от кого происходит и кто кому родственник,
А он ученый человек из Европы, не может с этим разобраться. Безусловно, это говорит о том, что Чежире, как такой механизм, он был сильно связан с кочевыми народами. То есть кочевые арабы, вот у них это было. А у кочевников в Евразии тоже было. Это касалось и тюрок, и монголов, и других народов. Просто где-то это сохранилось, где-то это не сохранилось. То есть там, как бы, например, живая традиция Чежире, она есть у казахов, она есть у кыргызов, еще у некоторых народов, каракалпаков тоже. То есть, но где-то эта традиция, она была как бы немножко репрессирована, то есть она выпала из этого, и сейчас только люди по каким-то там архивам восстанавливают свое Чежире. То есть где-то традиция живая, где-то она восстанавливается. Жаксылык, вот интересно, вот западная цивилизация, да, при всей ее прогрессивности, да, почему вот у них очень была распространена царская болезнь, да, династийные браки, вот почему? Ну, это было просто связано, конечно, с кровосмешением, когда очень близкие родственники женились между собой. И надо сразу сказать, что когда вот идет такое близкородственное смешивание генетическое, это всегда негативно влияет на количество мутаций, которые могут возникнуть у потомков. И на самом деле это немножко... Наши вот предки, когда ставили запрет на 7 колен, это было, безусловно, продумано, потому что люди видели результат близкородственного смешивания. Условно говоря, даже, условно говоря, в сельском хозяйстве это было видно. Нет, меня это и удивляет. Они вроде настолько прогрессивные, да, когда у них... Но это тоже, оно как бы, у них, да, этого есть недостатки, но с другой стороны, там тоже есть в определенной степени социальные институты, которые вели к этому. То есть, например, вот у нас почему в истории немножко проблемно была с политической стабильностью? Потому что у нас было многоженство и большое перепроизводство элит. То есть хан, у него там 10-20 детей, внуков уже больше 100, и, соответственно, каждый из них претендент на престол. И начинается гражданская война. И это всегда ведет к политической нестабильности. У нас как бы история идет циклами. Жаксылык, спасибо большое за содержательное интервью. Было очень интересно. И для наших зрителей, думаю, тоже. Делитесь в комментариях, из какого вы жуза, рода, и делали ли вы тест на ДНК. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.